الله أكبر الله أكبر. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 42-й грех, который приводит имам ад-Дахаби, нушузуль мар'а, ослушание жены. Ослушание жены. Нушуз – слово, которое приводится в Коране. Это взято от слова «нашз», что указывает на возвышение чего-то. То есть, когда жена возвышается над мужем, не выполняя его права. И поэтому переводится как «ослушание жены». И Аллах Субханаху ва Тааля сказал в суре Ниса, 34-м аяте: «Валляти тахафунна нушузахунна фа'идухунна вахджурухунна фил мададжи вадрибухун фаин ата'накум фаля табу алейхинна сабиля». А те из них, которые ослушаются, или которые вы боитесь, что они ослушатся, фа'идухунна. Аллах Субхану Тааля велел первым это сделать вагаз, то есть наставление. Если мужчина думает, что его жена не будет его слушаться, не будет выполнять его прав, то первым, что велит Аллах Субханаху ва Тааля этому мужчине в отношении к своей жены, это вагаз, наставление. То есть он должен или объяснить ей, или же напомнить об Аллахе, напомнить о наказании Аллаха, напомнить о плохих последствиях того, что человек ослушается Аллаха, то есть вагаз рассказать, наставление дать. И это первое, что должен сделать мужчина, прежде чем перейти к другим способам наставления своей жены. Это первое, это Аллах Субханаху ва Тааля упомянул вагаз. И многие ученые сказали, что именно это и является первым, с чего должно начинаться, и нельзя переходить на другое, если не осуществилось вот это первое. Нельзя переходить на другие методы, если не осуществился первый метод. Это вагаз, наставление, попытаться сказать, договориться, прийти к какому-то согласию и так далее. Потом Аллах Субхану Тааля говорит: «Вахджурухунна», и покиньте их, «фил мададжи», и покиньте их, оставьте их в их постели. То есть, как Ибн Аббас сказал, это не означает оставление разговора, не означает хорошее отношение к ней, а это означает, что когда ложится с ней в постель, отворачивается от нее. И есть разные толкования этого слова, как именно это происходит, где это именно происходит. И это уже возвращаться надо в книге фикха. «Вадрибухунна», потом Аллах Субханаху ва Тааля говорит: и ударяйте их. То есть переведем пока так: и ударяйте их. То есть если не помогло наставление, если не помогло отдаление от нее, то Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Вадрибухунна». И как тут надо упомянуть, что это в первую очередь мужчине не разрешается бить женщину, бить кого-либо вообще. Аллах Субханаху ва Тааля, наоборот, приказал мужчине хорошо относиться к ней. «Уаширухунна биль ма'руф», и относитесь к ним хорошо. Аллах Субхану Тааля приказал: будьте с ними в
в хороших нравах, будьте с ними в хороших отношениях. Также если мужчина бьет женщину, это будет зулем, открытый зулем, за который мужчина будет отвечать вне зависимости, то есть человек кого побьет, если на это он не имеет права, то он будет отвечать это в судный день, как Аллах Субхану Тааля сказал: «Я ибади инни харрамту зульма аля нафси», «О мои рабы, я запретил несправедливость самому себе». «Ваджаальтуху бейнакум мухарраман», и запретил ее между вами. «Фаля тазаляму», не относитесь друг к другу несправедливо. Также Аллах Субхану Тааля сказал: «Валлазина ю'дзуна аль-му'минина валь-му'минати бигайри ма ктасабу факад ихтамалу бухтанан ва исман мубина». То, что будет большой грех тем, кто причиняет вред верующим мужчинам и верующим женщинам без права на это. И в хадисах также указывается, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Иттакуллаха фин ниса», остерегайтесь гнева Аллаха по причине ваших женщин. Остерегайтесь гнева Аллаха по причине ваших женщин. То есть действие мужчины часто может привести к гневу Аллаха из-за тех действий, которые он совершает по отношению к женщине. Поэтому Аллах Субхану Тааля говорит: «Иттакуллах», остерегайтесь Аллаха, остерегайтесь гнева Аллаха по причине женщин. «Фа иннакум ахадтумухунна би аманилля», поистине вы взяли их в жены. Поистине вы их взяли в жены би аманилля, то есть аманатом. «Ва астахляльту фуруджахунна», и сделали для себя их дозволенными словом Аллаха. «Валякум алейхинна ан ла ютианна фурушакум ахадан такрахунаху». И на них, на женщин, возложена обязанность, то, что они не имеют права впускать домой того, кого вы не захотите. То есть, если мужчина не хочет, чтобы кто-то заходил в его дом, то жена не имеет права впускать этого человека. «Фаин фаальна залика фадрибухунна», а если они сделают это, то ударьте их. «Дарбан гайра мубаррихин», ударом, который не наносит вреда. Ударьте их ударом, который не наносит вреда. «Валяхунна алейкум ризкухунна», и они имеют перед вами права, то есть на вас есть обязанность ризкухунна ва кисватухунна биль ма'руф, обеспечивать их едой, обеспечивать их одеждой в согласии с урфом, с традициями, в согласии с тем, что принято в шариате. То есть тут Аллах Субхану Тааля, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Дарбан гайра мубаррихин», удар, который не наносит вреда. И как Ибн Аббас это объяснял, удар мисваком. То есть это не удар, а это показ недовольствия. То есть мужчина показывает этим недовольствие. Если же от этого появится какой-то синяк или какой-то вред будет нанесен женщине, то это уже будет зулем. Это уже будет несправедливость по отношению к ней. И в этом случае она может обратиться к судье для того, чтобы он разрешил этот вопрос. А тот удар, который Аллах Субхану Тааля упомянул, это тот удар, который гайра мубаррих, который не наносит вреда женщине. То есть это больше символически, чем... И это удар, в котором мужчина должен быть намерение мужчины воспитания, не ушалу, не то, чтобы отомстить ей, не тем, чтобы гнев свой показать, не для того, чтобы унизить ее, а для того, чтобы воспитать. Если вот этот удар выходит за эти понятия, за понятие воспитания и приводит к тому, что мужчина начинает посредством этого унижать женщину, наносит ей
саллаллаху алейхи запретил. Также от Муавия приводится то, что я спросил, говорит, о посланник Аллаха, ма хакку зауджати ахадина алейхи. Какая жена, какие права имеет жена, которые возложены на мужа? И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, антутаймуха ида таимта. Кормить ее, если ты, то есть давать ей пропитание, если ты сам кушаешь. Или давать ей то, что сам кушаешь. Вакисватуха изактасайта. Если сам одеваешь, себе покупаешь одежду, то и ей должен покупать одежду. Валя тадриб ваджха. И не разрешается тебе ударять в лицо ее. Валя тукаббих. И не разрешается тебе говорить ей некрасивые слова. Как, например, пусть Аллах тебя изуродует, или пусть Аллах тебе так-то, так-то. То есть некрасиво обращаться к ней. То есть, если даже это и сказано так, валя тукаббих, каббахак Аллах говорить, то это сюда включается и в другие слова. То есть, как мат, как обзывание, называние какими-то некрасивыми словами. Валя тахджур илля фильбайт. И если ты оставляешь ее, то не имеется в виду вот это второе, которое Аллах Субхану Тааля метод указал, то ты не должен покидать ее дом. То это не должен покидать ее дом, сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Тут в отдельности пророк, саллаллаху алейхи вассалям, указал то, что не разрешается ударять в лицо. И как имам Навави сказал, ударять в лицо кого-либо это запрещено не только человека, но также и животным. Как и человеку не разрешается ударять, также и животных нельзя ударять. Как, пусть это будет лошадь, пусть это будет осел, пусть это будет верблюд, пусть это будет любое другое животное. Однако грех его по отношению к человеку больше, чем по отношению к животному. Хотя в обоих случаях, как и животному, так и человеку, не разрешается ударять в лицо, не разрешается ударять лицо. И Аллах Субхану Тааля, как тут указал, тут и есть методы, и методы, с которых человек, мужчина должен начинать, это вагас, фаизухунна, наставление. Потом только оставление их в постели, потом только то, что мы назвали ударом. И, как мы сказали, вот этот удар должен быть гайра мубаррих, то есть тот, который не наносит вреда женщине, и это больше символический удар, чем удар, которым человек может принести вред. И что касается обязанностей жены, то те обязанности, из-за которых муж может обратиться к судье, по причине которых он может оставить обеспечивание ее. То есть некоторые ученые сказали, мужчина обязан обеспечивать жену только из-за того, что он женился на ней. Другие сказали, нет, если женщина не выполняет два действия, то он имеет право оставить обеспечение ее. И это ат-тамкин валь-ихтибас. Ат-тамкин валь-ихтибас. Хадисы, которые, вот это, мы сейчас прочитаем, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Иза да'ар раджулю имраатаху иля фирашихи», если мужчина позвал свою жену к себе в постель, и она не пришла, отказалась, фабата гадбана алиха, и он провел ночь, гневаясь на нее, ла'анатхаль маляикату хатта тусбиха. И ее, говорит, будет проклинать ангелы, пока не рассветет. То есть, если у женщины не было никакого гузра, если у нее не было никакого-то оправдания, как болезнь, например, и она не пришла по зову мужа, то и муж разозлился из-за этого, то будут проклинать ее ангелы, хатта тусбиха, пока
не взойдет солнце, пока не рассветет. То есть вот это первое, вот это называется тамкин. То, что указали факихи, из-за чего муж может оставить обеспечение ее. Это вот этот тамкин. Если он происходит без причины, то когда он зовет ее, а если она не приходит, то это то, что мы назвали тамкин, он может из-за этого, если жена обратится к судье и скажет, он меня не обеспечивает, и муж скажет, вот это не выполняется, то судья выведет решение в пользу мужа. Второе – это ихтибас. Это что жена не должна покидать дом без разрешения на то мужа. Или, как минимум, не сообщив мужу. Вот это называется ихтибас. То есть у мужчины есть право, чтобы когда приходит он домой, жена была дома. Поэтому есть такой даже вопрос, который решается факихами, в особенности в современном мире. Раньше это не такая уж была эта проблема. Это если жена работает. Если жена работает, то вот это ихтибас и тамкин в некотором количестве пропадает. Потому что мужчина приходит домой, ее дома нет. И, естественно, ее дома нет, и ихтибаса нету, и тамкина нету. Поэтому, как в этом вопросе решается, то ученые, вкратце если сказали то, что в основе женщине, как мы знаем, разрешается работать, если работа разрешенная, если нету там харама, если харама нет, если харам есть, мужчина в любом случае имеет право запретить это ей. То, что женщина заработает, это все ее только деньги. То, что принадлежит только ей. Также, если женщина работает по причине того, что в семье есть недостаток денег, и муж это признает, и жена это признает, и она выходит на работу, чтобы как-то семью так же, как наравне с мужчиной, обеспечивать, то в этом случае также муж не имеет права трогать эти деньги. И он должен ее обеспечивать также. Потому что он свою обязанность полностью не выполняет, как нужно. И поэтому это вынудило ее что сделать? Вынудило ее выйти на работу. Даже в этом случае, если не будет хватать, например, на детей, на семью, то для нее не будет хватать на нормальную одежду, например, на нормальную еду, то в этом случае даже она может не спрашивать у мужа разрешения на то, что выйти на работу или не выйти на работу, если у нее нет другой возможности получить вот этот объем денег, которым она сможет себя обеспечивать, Если же достаток есть, и муж разрешил ей работать, и в этом случае часто получается то, что, придя домой, муж не застает жену, то его право не выполняется также, то в этом случае он может потребовать, по словам некоторых ученых, это освобождение его от некоторых его обязанностей. То есть попросить: дорогая моя, давай еду домой будешь покупать ты иногда. Давай за квартиру будешь платить ты иногда. Давай, раз ты работаешь, раз мои права полностью не выполняются, а я бы мог бы и так обеспечивать, но ты хочешь работать, а мои права не будут выполняться, то поэтому давай некоторые мои обязанности возьми на себя. Не полностью все, а часть только. Как, например, иногда продукты покупать, иногда платить за свет, за воду, за газ, за это. То есть это очень такой щепетильный вопрос, и этот вопрос должен разбираться вообще отдельно. Я так вкратце только сообщаю, что иногда у мужа тоже есть моменты, когда он может потребовать, чтобы его права, его обязанности были сняты с него, часть.
Также приводится хадис: «Иза батат аль-мар'ату хаджиратан фираша зауджиха ла'анатха аль-маляиката». Если женщина проведет ночь, оставляя постель своего мужа, то ее будут проклинать ангелы. Естественно, этот хадис надо связать с предыдущим хадисом. То есть, если не было разрешения на мужа, и она ушла куда-то там, в дом, там, например, я к маме пошла, и не спросила там у мужа, и сама пошла и ушла. Или я у подружки буду ночевать, или еще что-то там, например. Или же в доме там на что-то обиделась, например, и ушла в другую комнату, то в этом случае этот хадис касается ее. Что касается вопроса, обязана ли жена хизмет делать, хидма делать по отношению к мужу, это как готовить, стирать и так далее, то, что установлено обычаями, то более правильное мнение, также это мнение соответствует нашему мазхабу Абу Ханифе, то, что это ее обязанность со стороны религии, не со стороны судейства. То есть, если муж придет к казы и скажет: жена мне не готовит, то казы скажет: я что поделаю? Я ничего не сможет сделать. Однако со стороны религии ей будет за это грех. То есть казы сюда в эти дела не вмешивается, однако со стороны религии ей будет грех. И этот хадис указывает, есть на это доказательство, как то, что Фатима работала в доме Али, и у нее кожа рук начинала трескаться. И она сказала Али, пожаловалась Али, и Али сказал: я слышал, что пришли рабы к твоему отцу, попроси у него, то есть у пророка, саллаллаху алейхи вассалям, рабов. И она пошла и попросила. Мы знаем эту историю, да? Когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, потом ночью к ним пришел и сказал: рабов я вам дать не могу, у меня, говорят, ахлю суффа, есть люди, которые рядом с мечетью, бедные, я продам этих рабов, говорит, и на этих деньги обеспечу этих людей, чем даст вам раба. И вам лучше будет 33 раза сказать Субханаллах, 33 раз Альхамдулилля и 34 раза Аллаху Акбар. И тут пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не сказал Али: нет, это ты должен все делать дома. А сказал, что, то есть не выразил недовольствия по отношению к Али. Фатима, его дочь, прислуживала Али, делала все по дому, и при этом пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не сказал Али: почему моя дочь работает, это же ты должен делать, она не должна тебе хизмат делать. Этого пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не сказал, значит, это указывает на то, что это является гырыф гадат буйнча, это является обязанностью женщины, поэтому она должна это делать. Если она это не делает без причины, то значит за это получает грех. За это получает грех. Однако судья не будет рассматривать этот вопрос, потому что этот вопрос со стороны религии, религиозный вопрос, а не со стороны не судебный вопрос. Судебный вопрос, если она оставит тамкин, как мы сказали, или ихтибас, и, например, уйдет из дома, не сказав мужу ничего, куда-то отправится, куда-то ночевать уедет, к родственникам даже, если это, или же будет отказываться от того, чтобы прийти к своему мужу в постель. Также ля яхиллу ли имраатин ан тасума зауджуха ва зауджуха шахидун илля би изнихи. Не разрешается женщине поститься, это добровольный пост, если ее муж присутствует не где-то в сафаре, а дома находится, то ей не разрешается поститься, добровольный пост, без разрешения мужа. То есть это или разрешение она или напрямую спрашивает, предупреждает, говорит: я завтра буду держать пост, если муж ничего не сказал, то поститься. Или же это она знает, что муж не будет против этого. Почему? Потому что вот этот тамкин не будет выполнен. Если она будет поститься, то право мужа, вот этот тамкин, который называется, не будет выполнено. Потому что во время поста не разрешается
это действие. «Валя та'зана фи бейтихи илля би'изних». И не разрешается ей впускать кого-либо в дом без его разрешения. Без его разрешения. Есть разногласия среди ученых насчет родственников. Это отец, мать. Может ли она пускать своего отца, свою мать без разрешения на то мужа? То в нашем мазхабе это разрешается, если это не переходит в повседневность. То есть отец ее и мать ее без предупреждения в любой день, в любое время, если заходят, то это не разрешается. То он имеет право ограничить это время. Потому что это его право, это его дом, и она должна слушаться мужа. Однако, если это так не происходит, то есть они приходят, но не так, чтобы каждый день приходили, то он не имеет права запрещать, чтобы они приходили к ней домой. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ляу кунту амиран ахадан ан ясджуда ли ахадин». Если бы я велел кому-либо делать сажда другому человеку, то есть до ислама разрешалось совершать сажда приветствия и сажда ихтирама, когда кого-либо почет указываешь, почитаешь, не поклонение. Поклонение, оно всегда было запрещено, кроме Аллаха, а вот сажда почета или сажда саляма, это было разрешено до ислама, как, например, братья Юсуфа, отец его и мать, в Коране говорится, сажда сделали ему. То есть не сажда поклонения, а сажда выказывания уважения и сажда приветствия. Однако, когда ислам пришел, это было запрещено. Это стало запрещено. Потому что это стало причиной для ширка. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, запретил любое действие, которое приведет к ширку. Почему? Потому что после пророка, саллаллаху алейхи вассалям, не будет пророка, который исправил бы все. До пророка, саллаллаху алейхи вассалям, приходили пророки друг за другом. И они исправляли то, что люди изменили, то, что люди привнесли в религию, то, что люди изменили из религии. И поэтому многие вещи не были запрещены. Потому что пришел бы другой пророк, и что сделал бы? Изменил бы это, исправил бы это. Однако после нашего пророка, саллаллаху алейхи, не будет пророка. И даже Иса, который придет перед судным днем, он уже придет не как пророк, он уже придет как последователь Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, как последователь нашего пророка, так как он дал это обещание. Все пророки давали перед Аллахом давали обещание, клятву, то, что если они доживут до того момента, когда придет пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи, то они окажут ему поддержку, последуют за ним и окажут ему поддержку. И поэтому Иса, алейхиссалям, когда уже придет, он уже будет не как пророк, а как последователь нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, если говорит, я разрешил бы кому-либо делать сажда такое, то я бы велел жене делать сажда перед ее мужем, то есть указывая на величие вот этих прав мужа перед женой, на величие прав мужа перед женой, которые возложены на жене. То есть, чтобы указывая на этом женщине, то, чтобы она не забывала это. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал одной женщине, когда та упомянула своего мужа, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Унзури
айна анти минху, фаинна джаннатука ва нарук, фаиннаху джаннатуки ва наруки. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: посмотри, как ты относишься к нему, в каком ты положении находишься перед ним. Поистине он твой рай и твой ад. Он твой рай и твой ад. То есть по причине того, в каком отношении ты с ним находишься, выполняешь ли его права или не выполняешь ли его права, то или он станет причиной, или твои действия станут причиной то, что ты попадешь в рай, или же твои действия станут причиной то, что ты попадешь в ад. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ля янзуруллаху иля имраатин ля ташкуру ли зауджиха ва хия ля тастагни анху». Аллах не посмотрит на женщину, которая неблагодарна по отношению к своему мужу. При этом она не может обходиться без него. Аллах не посмотрит на женщину, которая неблагодарна своему мужу, при этом она не может обходиться без него. То есть вот это хадисы и этот грех, который упомянут, это нушузуль мар'а, когда женщина не хочет выполнять обязанности, которые вменил ей Аллах в обязанность. Это как ихтибас, как тамкин, как хидма, то есть делать домашние дела, которые установлены обычаями. И женщина видит себя выше этого, то это является нушуз, это является грехом. И Аллах субханаху ва тааля также мужьям указал то, что если вы заметите от своей жены вот этот нушуз, то, что она начинает пренебрегать вашими правами, то фа'идухунна. Первое, что вы должны сделать, это наставление дать. Первое, что вы должны сделать, это наставление дать. Потом только остальные. И помимо вот этого вараза, остальные вещи являются крайними методами. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, как в хадисе приводится, однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: не ударяйте женщин, не бейте своих жен. И Умар ибн Хаттаб пришел и сказал то, что жены перестали нас слушаться. То есть посредством этого подумали, что мы вообще не должны ничего для мужа делать. И перестали слушаться своих мужей. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, разрешил ударять их. Однако после этого женщины заполнили его дома, где живут его жены, начали жаловаться на своих мужей. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: к семейству Мухаммада пришло очень много женщин, которые жалуются на своих мужей. И эти мужья, на которых они жалуются, не являются лучшими из вас. То есть, даже если муж ударил жену по праву, то пророк, саллаллаху алейхи вассалям, назвал этого мужчину, что он не лучший из вас. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, также указал: не стесняется ли кто-либо из вас ударять свою жену, как ударяет он своего раба, как раньше ударяли раба, не стесняется ли он ударить свою жену так, как ударяют раба в начале дня, а потом в конце дня лежать с ней в одной постели. То есть это несовместимые вещи. И мужчина должен быть далек от этого. И, как ученые сказали, если оба являются, мужчина и женщина, являются разумными, являются нелегкомысленными, ответственными, то никогда это не дойдет
вот это до даже оставления в постели или до удара. Если же мужчина является разумным и ответственным, женщина является легкомысленной, то вот эти вещи, вот эти методы, которые Аллах Субханаху ва Тааля упомянул, они помогут ему. Помогут ему. Если бы Аллах Субханаху ва Тааля запретил вот этот, то, что называется ударом, то женщины бы открыли бы двери судьи. То есть начали бы сразу при каждой вещи, когда чем-то они недовольны своим мужем, каждый раз обращаться к судье. И это бы, вот эта вещь, обращение к судье, оно что делает? Портит репутацию семьи. Портит репутацию семьи. А мусульманин должен что делать? Хранить свою репутацию, свою честь и репутацию своей семьи. Поэтому Аллах Субханаху ва Тааля разрешил это. Вадрибухунна сказал. И это будет пользой как для мужчины, так и для самой женщины. Если же мужчина легкомысленный, неответственный, а женщина разумная, терпит, ответственная, то в этом случае это ошибка ее семьи. Это ошибка ее семьи. Не просто так в исламе при никахе требуется вали. Требуется вали. Зачем это нужно? Для того, чтобы они проверили этого мужчину. Для того, чтобы они смогли доверить свою дочь, свою сестру, свою мать, свою дочь этому человеку. Если же они не выполнили, и муж бьет эту женщину, то чья это ошибка? Это ошибка этой женщины, что она, не подумав, не изучив, вышла замуж за этого человека. И также это ошибка этой семьи, которая выдала свою дочь, свою сестру, свою племянницу этому человеку. Если же они оба такие, то они стоят друг друга. Поэтому вот этот грех, 41-й грех указал имам Захаби, нушузуль мар'а, когда женщина возвышается над правами ее мужа и не выполняет его прав. Субханакаллахумма бихамдика, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука. الله أكبر الله